В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Главное бизнес-мероприятие. На прилегающей территории к площадке его проведения идет процесс обустройства последних завершающих этапов. Как республика готовится принять Кавказский инвестиционный форум, расскажет Валентина Гусевская. Юные воины. В ходе тактической медицины участников обучают оказанию первой помощи. Стартовала всероссийская военно-патриотическая игра «Зорница». Как школьники познают военное дело, расскажет Адам Магомедов. Символ чеченской философии. По этим петроглифам можно сказать, что 2,5–3,5 тысячи лет назад здесь было жилье. О загадках старинных каменных башен в репортаже Медины Мударовой из Аргунского ущелья. «20 лет упорного труда пролетели в мгновение ока. Однако достигнутые успехи являются источником гордости. Об этом заявил Рамзан Кадыров на юбилее управления делами главы правительства в Доме торжеств имени Дагуна Амаева. Эта особая структура играет незаменимую роль, обеспечивая бесперебойную работу руководителя республики и важнейших органов власти. Отличившимся сотрудникам вручили высокие награды. Репортаж Турпалали Тайсумова. Люди, которых смело можно назвать бойцами невидимого фронта. Управление делами главы и правительства Чеченской Республики – это организация, обеспечивающая стабильную работу высших должностных лиц и госструктур. Его история началась 29 июня 2004 года, и с тех пор она незаменимая часть госаппарата, который постоянно совершенствуется и адаптируется к разным вызовам. Глава региона Рамзан Кадыров вместе с членами правительства и официальными лицами пришел поздравить сотрудников с юбилеем. Многие из них трудятся со дня основания. Это самая настоящая команда профессионалов, которая заботится о том, чтобы все важные совещания, мероприятия и конференции проводились безупречно и на самом должном уровне. Приветственной речью собравшихся чествовал управляющий делами главы и правительства субъекта Султан Микиев. По его словам, орган исполнительной власти проводит огромную работу по обеспечению эффективной деятельности руководителя региона и кабинета правительства. Он выразил благодарность национальному лидеру за постоянную поддержку всей команды сотрудников. Управление шойл коллектив царах сайт царах даггархум баркалаллар сун ахдаймон тхайя шул тергаллон дал мокш машаллар туэл акуай нохчик оман дал шиеду дуэл ахмел елуштек вайдох лера президента Ахмад Хажи дал газох обл дуэл царах йол фонд кюгалху аймани несиевнина дерес хил аллар сун совай мах хмел дештол чуман мосугил чин дуак хасч Sağınış dağıç, sağınış diyorç. Olsam yatçın, olsam yoğuç. Lüyel darbi yaşçın, lüyel darbi kaçtayç. Marhibat, maranış latiç, dostiç. Orbneh, kigi dakki lehniş, diyorç ezerşkah. Orbniş doyç. Mosoni haş koç diyeş yolu. В ходе своего выступления глава республики отметил, что 20 лет огромного труда прошли очень быстро. Достигнутые успехи стали предметом гордости. Политик искренне отозвался о работе каждого представителя данной сферы и поздравил со знаменательной датой. قيسو بديش تشدون دار شو نيت حنا لويل دار أخدير وشيد يحريت ويل جوش بوش والوال شو متعدو تصحوش دون يشتغل على لب جوش دوري دون تملك سندون نعدو شو داز دار دون شو دوتش مديس ويل تو دار شو مصو ووتش من الأرض ويل دار دي حبيرتي ويل وبمصر دار أتو ويل. Грандиозный вечер продолжился торжественным награждением. Указом главы субъекта за высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей, орденом Кадырова были награждены Микиев Салман, Адузов Бекхан и Тимаева Зарема. Награждаются орденом Кадырова Микиев Салман Вахаевич, управляющий делами главы и правительства Чеченской Республики. Адузов Бекхан Абуязитович, советник главы Чеченской Республики.
Тимаева Зарема Исаевна, заместитель начальника учреждения Государственного казенного учреждения «Центр питания». Медалью памяти Ахмата Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, были поощрены Хава Шамилова, начальник государственного учреждения «Центр питания», и Айна Салтаева, замначальника учреждения «Центр питания». Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой были отмечены Идрис Шаипов, заместитель управляющего делами главы и правительства субъекта, и Тася Наурбиева. А почетным знаком за трудовое отличие поощрен Хасайн Топчаев, начальник отдела эксплуатации объектов казенного учреждения «Хозяйственное управление». Прочие сотрудники также удостоились почетных грамот и благодарственных писем от имени руководителя региона. Этот день оставит приятные воспоминания в душе всех присутствующих. Концертная программа стала украшением дня. Артисты эстрады исполнили национальные композиции, а игроки сборной команды КВН укрепили настроение эмоциональным юмором. За годы существования команда управления делами главы доказала свою профэффективность, которая дает такие высокие результаты. Турпа Лалит Айсумов, Саид Имин Мусаев и Саид Селим Мампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. 15 вопросов, касающихся социально-экономического развития, обсудили в правительстве. Заседание с кабинетом министров и главами муниципалитетов провел первый вице-премьер Иса Тумхаджиев. Были рассмотрены и утверждены изменения в постановлении правительства, положения от разных министерств. Всего на встрече выступили 8 докладчиков. Были рассмотрены и приняты положения и постановления, касающиеся сельского хозяйства, предпринимательства, экономики, труда и занятости, образования и науки. На пороге Кавказский инвестиционный форум. Идет интенсивная подготовка. Создан региональный оргкомитет и 11 межведомственных рабочих групп по направлениям деятельности. Ожидается, что КИФ сплотит в Грозном порядка 4000 гостей, поэтому вопросам организации и проведения мероприятия руководство республики подходит крайне ответственно. О ходе подготовки поделится Валентина Гусевская. Кавказский инвестиционный форум в этом году обещает быть одним из самых масштабных мероприятий не только в Чеченской Республике, но и на всем Северном Кавказе. Мероприятие пройдет в Грозном с 15 по 17 июля. Подготовку площадки для выставок регионов начали еще в феврале. Каждый прилагает максимум усилий к подготовке, чтобы впечатлить гостей форума. На прилегающей территории к площадке его проведения идет процесс обустройства последних завершающих этапов. Для решения оперативных вопросов образован региональный оргкомитет и 11 межведомственных рабочих групп по основным направлениям: организации питания участников и гостей форума, размещение транспортного обеспечения по вопросам безопасности. Аэропорт готовится увеличить количество рейсов Москва-Грозный. Сейчас идет активная застройка именно участников форума. Это регионы Северного Кавказского федерального округа, а также партнеры, которые сейчас готовят свои стенды. Я уверен, что к началу форума уже будет все готово. В рамках деловой программы состоятся свыше 60 сессий. Внимание будет уделено вопросам развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, промышленности, энергетики и многим другим. Международный статус форума позволит заинтересовать зарубежных инвесторов для проектов. События посетят до 4000 участников из 13 стран. Молодежная программа объединит более 1000 молодых людей, студентов и начинающих специалистов. Я думаю, что вся площадка — это вся Чеченская Республика, город Грозный, потому что гостям, участникам форума будет интересно посмотреть наш город, наши достопримечательности, обязательно познакомиться с нашей гастрономией. С 2020 по 2023 год объем инвестиционных проектов, реализуемых на Северном Кавказе, вырос на 47%. По решению президента Российской Федерации с 2024 года Кавказский инвестиционный форум будет проводиться ежегодно в целях повышения инвестиционного потенциала и устойчивого социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Валентина Гусевская, Саид Имин Мусаев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Более 120 росгвардейцев откликнулись на призыв стать донорами крови в рамках бессрочной всероссийской акции Росгвардии «От сердца к сердцу» по просьбе родных и близких Жовхар Исаевой, нуждающейся в переливании. Они сдали более 40 литров крови. Забор материала произвели специалисты Республиканской станции переливания крови.
Для наших росгвардейцев это уже стало традицией. كمانديرو حقا أمها إتني عدا الملاحات فين تيلو شورت دول حدا يحكن دوي عام حاجة نيق أحد دوي دال غاز وقوبل دول فين تيدل المهندي تدر سين واش على الردو يشن وي دولش دوك هون دالشي وي نوعتي شو حليل واشتك دي جوش دوين فون ديت مصو أور وي مهك داس وين ديش دول غو جوش تاق وي دا قاتل وي ورت دولش نيس لاتي تاق Праздничная атмосфера охватила ансамбль танца в войнах в преддверии его 85-летия. Артисты усердно готовятся к юбилею. За свою долгую историю коллектив дважды останавливал деятельность во время выселения в 1944 году и в период трагических событий на стыке двух тысячелетий. Однако, благодаря стойкости и преданности своему искусству в войнах вновь возродился и стал ярким символом чеченской культуры. В своих номерах артисты демонстрируют всю красоту национального танца. Каждое их выступление проникнуто грацией и энергией. Медина Мударова о подготовительных мероприятиях. Без культуры нет нации. Именно так считал первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Эти его слова прочно вошли в новую историю чеченского народа. Из вой культур беллову, война ансамбль дунья даёшь её, оцарн цах богба, омахкаше махка гошна, шей талант духой загайш карматал лагайт тан вацах эту бац и эту сер халид востроите сера учреждение дом культуры. 84 года назад на чеченской сцене зажглась яркая звезда – государственный ансамбль танца в войнах. В 2002 году при поддержке и особом внимании Ахмата Хаджи ансамбль в войнах после долгих скитаний по другим республикам вернулся в Грозно и продолжил жить на родной земле. Вся материально-техническая база, все постановки восстановили в кратчайшие сроки. Этот шаг, сделанный первым президентом, поднял дух чеченского народа. За годы существования ансамбль стал гордостью всего Северного Кавказа, прославив чеченскую культуру на весь мир. С первого выступления коллектив покорил публику своей самобытной хореографией и яркими костюмами. В настоящее время в войнах это образец искусства в танце. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично следит за деятельностью ансамбля и оказывает ему всестороннюю поддержку. Выступая на сценах многих стран мира, ансамбль не только завоевывает сердца зрителей, но и занимает высокие места на различных всероссийских и международных конкурсах. Впереди грандиозные планы, признается директор ансамбля Дина Шагидаева. К слову, женщина не понаслышке знает, каково это руководить танцевальным коллективом, ведь ранее она являлась директором ансамбля Нохча. У нас на носу юбилей, он состоится в июле. У нас ведутся подготовки, и плюс перед юбилеем должны состояться гастроли в несколько городов. Поэтому ребята активно сейчас готовятся. Программа составляется, несколько площадок, которые должны отработать. Каждый из работников Войнаха понимает, насколько это важно, ответственно прийти к 85-летию юбилея. Тем более, когда ты государственный академический ансамбль, и в первую очередь ты еще и кавалер ордена Кадырова. То есть со всех сторон огромная ответственность и понимание того, что ты должен достойно себя показать и представить. Под чутким присмотром грамотного руководителя государственный ансамбль активно готовится к юбилею. Репетиционный зал напоминает кипящий вулкан. Танцоры повторяют сложные танцевальные комбинации, добиваясь идеальной синхронности. Каждый день по несколько часов они оттачивают свое мастерство. Стремительные искрометные мужские танцы сменяют женские плавные движения. Программа ансамбля в войнах насыщена яркими контрастами. Все это отражает на языке музыки и танца душу чеченского народа. Примечательно и то, что абсолютно на каждой репетиции присутствует живая музыка. Зажигательные мелодии играют в исполнении оркестра народных инструментов.
Художественный руководитель ансамбля «Война» Абу-Муслим Автарханов лично следит за подготовкой каждого номера. Он требует от артистов полной самоотдачи. Признается, к юбилею ансамбль готовит особую программу и новые постановки. Огромное внимание уделяется и костюмам участников. Для каждого концерта шьется новый. Ожидать нужно новых постановок, а вот именно каких, они все разные будут, в любого плана, любого характера. Я думаю, зрителям понравится, но, надеемся, будем еще совершенствовать и работать над более крупными проектами в дальнейшем. Про что может быть тема? Про любимую нашу родину, про нашу Чеченскую республику. Танцевальный коллектив состоит из 60 человек. За годы существования ансамбля состав менялся неоднократно, но есть и те, кто годами служит любимому делу. Один из таких – Адам Шабаев. Он является частью «Войнаха» с 2006 года. Несмотря на большой стаж, представлять национальный танец на эстрадной сцене всегда волнительно и ответственно, делится артист. Не любя эту работу, то есть работать это невозможно, надо любить, уважать. Относиться серьезно к этой работе, потому что хореография это сложно, очень сложно, надо любить. Изящество, грация, великолепие костюмов, отточенное мастерство. Подготовка к юбилею идет полным ходом. Совсем скоро артисты ансамбля «Войнах» покажут зрителям яркое и незабываемое выступление. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Рахман Хаджиев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская республика. В Российском университете спецназа проходит этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0» по Северо-Кавказскому федеральному округу. Это испытание для школьников из республик СКФО, одержавших победу в региональных этапах. Они соревнуются в различных видах военной подготовки. Победители представят наш округ в финальной части игры. Репортаж Адама Магомедова. Нести мир и оставить великий след в истории. Такие убеждения всегда были свойственны чеченскому народу. И именно они являются основой для великого будущего Чеченской Республики и Российской Федерации. С ролика, наполненного историей и патриотизмом, началась торжественная церемония открытия окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». На нее собрались участники, приехавшие с различных регионов СКФО. Директор регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки «Воин» Павел Козлов пожелал всем удачи и успехов в соревнованиях. Судейство, обещаю вам, со своей стороны будет объективным, непредвзятым, поэтому боритесь честно. Выступайте достойно. После официальной части для присутствующих провели концертную программу и познакомились с некоторыми чеченскими народными композициями. В соревнованиях участвуют представители 7 регионов СКФО, которые прошли школьные, районные, муниципальные и региональные этапы. Они долго готовились и надеются занять призовые места. Каждый день мы приходили, готовились, нас готовили наши преподаватели. Подготовка у нас была слаженная с утра до вечера. У меня мама с самого детства тоже играла в зорницу. Она мне рассказывала, что это такое, как это классно. И я тоже с самого детства хотела попасть, вот попала. Зорница существовала еще в советское время, проводилась с 1967 года. Сейчас она вернулась на новом уровне. В игре принимает участие сборная команды молодежных общественных объединений и учащиеся образовательных организаций от 6 лет и старше. Все это не только поможет воспитать патриотизм подрастающим поколений, но и сплотить народы страны. Мы с вами приступаем к этапу испытаний по специализациям. Первый соревновательный день начался с построения, на котором участникам дают задачи и распределяют по местам. Направлений здесь много. Кибербезопасность, где их учат защищаться от сетевых угроз, это интернет-мошенничество и кибератаки. Проводятся занятия по топографии, дабы юноши могли правильно ориентироваться на местности. Управление беспилотными летательными аппаратами, штурм, инженерно-саперное дело, а также тактическая медицина. Правая нога ранена, давайте. В ходе тактической медицины участников обучают оказанию первой помощи. Необходимо наложить жгут, чтобы остановить кровь. После повязка на ногу и голову. И дальше уже идет эвакуация пострадавшего в безопасное место. Все это необходимо сделать за максимально короткий срок. Помимо этого, участники смогли попробовать себя в роли военных корреспондентов и заснять 2-минутные сюжеты. Военкор – это журналистика, а я успел узнать то, что журналистика – это когда что ты узнаешь новое и рассказываешь обществу, всему миру. Я, когда вырасту, хочу стать журналистом.
Представители СМИ выступили в роли судей и дали свои оценки каждой команде. Все они постарались на славу, у всех по разным направлениям съемки, кто-то записывал интересно интервью, кто-то сам себя записывал непосредственно с места событий. У всех это очень интересно получилось. Всего в играх принимает участие 130 человек, разделенных на команды по возрастным категориям. Соревнования длятся 4 дня. Все знания, полученные в ходе зорницы, будут полезны для ребят в повседневной жизни. Наши инструкторы провели с ними занятия по специализации, они прошли подготовку в течение небольшого времени, но тем не менее, хоть какие-то знания и умения они получили, которые им помогут успешно выступить на соревнованиях. Победители окружного этапа игр примут участие в финале. Он пройдет в сентябре месяце в городе Волгоград. Адам Магомедов, Шамсудин Джабраилов, Ислам Нацуров, Магомед Тутаков, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Столетиями древние башни возвышаются над живописными горами, символизируя мудрость и стойкость наших предков. Каждая из них возводилась с глубоким смыслом и трепетом, начиная с выбора места и заканчивая сроками строительства. Всего год, иначе род считался слабым. Трудно представить наш край без этих архитектурных шедевров. Их сотни, но самые известные, пожалуй, Ушкалойские башни-близнецы, расположенные в Аргунском ущелье. О загадках и тайнах древних каменных сооружений расскажет Медина Мударова. Самобытный и величественный Тункалинский район – это не только горные вершины, бурные реки, но и территория, сохранившая богатое историческое наследие. Старший научный сотрудник Аргунского музея-заповедника Рамзан Баканаев занимается археологией и загадками прошлого с 1980 года. Наша история – доказательство того, что некогда наши далекие предки владели этим искусством строительства, они умели жить. Здесь можно увидеть древние башни, которые словно стражи времени стояли веками, храня тайны прошлого. Их использовали для проживания, оборонительных и сигнальных целей. Некоторые сооружения совмещали все функции. На правом берегу реки Аргун, на краю высокого утеса, расположен уникальный объект – жилая башня, которая спустя годы превратилась в дом. Она была возведена таким образом, чтобы в случае опасности извне была возможность снова перестроить ее в башню. Здесь же сохранилась и тропа, ведущая к дому. Последние жильцы покинули сооружение в 1944 году при выселении. С тех пор оно пустует. Здание уже подверглось реставрации. К слову, таких башен здесь много. Трансформация по какой причине происходит? Дело в том, что когда наступают мирные времена, 2-, 3-, 4-этажная башня, снимаются верхние этажи примерно до 2-го этажа, перекрывается крышей, и это частный дом. Но в случае опасности, когда угроза появляется извне, снимается крыша, опять достраивается с фортификационными решениями, и эта башня, как мы называем, мой дом, моя крепость. Эта башня готова встретить врага. Там и машикули, там и смотровые щели. У классической жилой башни было близко к квадратному основанию. Она имела от 2 до 4 этажей и плоскую земляную крышу. Стены ориентировались по сторонам света. Почти у всех сооружений над дверным проемом встречаются так называемые машикули. С их помощью воины защищались, сбрасывая камни на врага. Также со внешней стороны наносились петроглифы и солярные знаки. То есть эти петроглифы, судя по их знакам, по этим петроглифам, можно сказать, что 2,5–3,5 тысячи лет назад здесь было жилье. То есть люди строились, люди наносили рисунки, петроглифы на эти камни. И поздним, уже когда после Тамерлана, возможно, после Тамерлана восстанавливались эти объекты. И, естественно, и до Тамерлана здесь также стояли вот эти вот башни. Конечно, огнем и мечом Тамерлан прошелся, в том числе и по Шатойскому району, и, судя по всему, и дальше. И в Зумсойском ущелье он бывал. Разрушения были. И, естественно, люди, боясь опять повторения вот этих вот событий, они опять восстанавливали башни. Расшифровкой петроглифов занимаются опытные специалисты. В книге известного этнографа Лечи Ильясова есть множество исследований на эту тему. Но о том, что действительно нам хотели передать предки, история умалчивает. Величественные башни и замки буквально рассыпаны по горам и ущельям. Например, Ушкалойские башни, врезанные в скалы. Это один из популярных туристических объектов. Он располагается в самом узком месте Аргунского ущелья.
Башни выполняли функции как сторожевые. Здесь пролегал шелковый путь, то есть здесь по этому ущелью проходили многочисленные дипломаты, чиновники, купцы из Москвы, из Европы в Грузию, и оттуда в историографии, в российской историографии об этом пишется. Стоит отметить, что таких сооружений в республике множество. Они были предназначены для укрытия людей в случае опасности. Здесь на каждой версте стоят многочисленные башни, подобно звеньям великой цепи сигнальной системы, которая доходила до границ Грузии. До нашего времени в Чеченской республике в различном виде сохранилось более 200 боевых башен. И это несмотря на то, что они подвергались регулярному уничтожению с самого начала Кавказской войны XIX века. Руководство республики тщательно следит за сохранением культурного наследия. А в рамках Года истории, исторических памятников архитектуры и культурного наследия чеченского народа внимание к ним приковано еще больше. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская республика. Мероприятие, посвященное Году истории, исторических памятников архитектуры и культурного наследия в республике, состоялось в Чеченском педагогическом университете. Организатором выступила газета «Даймок». Студентам рассказали о важности изучения, сохранения и популяризации родного языка. Спикеры отметили, что особенностью нашего народа испокон веков было уважение к старшему поколению, порядочность, честность, вежливость, богобоязненность. И несмотря на трагические события, которых в истории было немало, чеченцы сумели сохранить свою идентичность. هور قون شنا قنا صدق قلق كردشين شنا شيقوم خلو شوخ دعدا شوخ صاج جمع دياش نيس قيلن شي داخل يحسن سنا بق اتو خلوش تا غنا وصل خير دياشنا دكتور ديريز خلوش مسار. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.